Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Ушара. 19 сентября с 11 утра и до вечера в Верховном суде рассматривалось слушание по иску Алхаса Квициния, который оспаривает решение ЦИК по итогам выборов президента Абхазии. Ранее сторона истца ходатайствовала об отводе всего судейского состава, рассматривающего дело, но в этом ей было отказано, и слушание продолжилось в прежнем составе. Истец Алхас Квициния, как и в прошлый раз, не явился на заседание. В начале заседания по ходатайству адвоката Инги Габилая свидетель, председатель ЦИК Тамас Гогия, был переведен из свидетелей в ответчики. Кроме того, на слушание пришла уполномоченный по правам человека. Асида Шакрыл попросила привлечь ее к процессу. Омбудсмен заявила, что защищает права тысяч граждан, чьи голоса не были учтены ЦИК при подведении итогов выборов. Данное обращение вызвало дискуссию. Сторона истца поддержала такое решение. Валерий Агрба, представитель заинтересованного лица Рауль Хаджимба, отметил, что также не против участия омбудсмена. Но представитель ответчика Дмитрий Шамба и прокурор Елена Читанава усмотрели в участии омбудсмена нарушения со стороны самого же уполномоченного по правам человека. В итоге после совещания суд отказал Асиде Шакрыл в участии в процессе. Сторона истца также ходатайствовала о приостановлении действия решения ЦИК от 9 сентября об итогах выборов президента Абхазии. Суд не удовлетворил и это ходатайство. Затем в суде выступил председатель ЦИК Тамас Гогия. Он сообщил, что сразу же после первого тура выборов президента встал вопрос о том, как будет осуществляться порядок подсчета голосов во втором туре. Центральная избирательная комиссия отправила письма в Верховные и Конституционные суды и в парламент Абхазии, в которых просила внести корректирующие поправки в закон о выборах президента Абхазии. Однако, не получив ответа, ЦИК был вынужден принять решение самостоятельно, согласовав его с кандидатами в президенты Раулем Хаджимбой и Алхасом Квициния. Оба кандидата дали письменные согласия на определенный ЦИКом порядок подсчета голосов во втором туре, а именно, что победитель будет определяться большинством голосов. Затем были допрошены свидетели по делу. Суд продолжит свою работу 20 сентября. Мы картину всю, значит, здесь раскрываем. Сторона истца доводы приводит, на каких основаниях она считает, что Центральная избирательная комиссия все-таки приняла решение необоснованное, незаконное, нарушила статьи. Мы со своей стороны задаем вопросы, где же мы нарушили, где какая статья была нарушена, какая норма конкретно. И если указывать норму, то конкретно указать саму дефиницию этой нормы, понятие нормы, значит, которая говорит о том, что нам нужно было действовать так-то, а не таким образом, как мы это сделали. Мы со своей стороны, как заинтересованные лица, не услышали четкой претензии к нам, где норма и в какой части мы ее нарушили. Сторона истца, она заявляет в своем исковом заявлении, все-таки ссылается на международный опыт, там, в различных странах, как это происходит. Мы воспользуемся своим правом, попросили суд, чтобы можно было пригласить специалиста в области избирательного права, специалиста. Мы сами такого специалиста можем пригласить, и, в принципе, суд не возразил. Мы не затягиваем процесс, потому что, в принципе, у нас заседание с 11 часов на завтра назначено. Мы для этого не требовали никакого времени, просто мы приглашаем, чтобы можно было ему высказаться по нашему, так сказать, по нашей проблематике, дать определенную информацию, только информацию, как специалиста в этой области. 19 сентября глава государства Рауль Хаджимба прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране, а также ряд заявлений, прозвучавших в последние дни. Что касается ситуации, которая складывается в последние дни. Ожидание решения суда сменилось на то, что же скажет Хаджимба на заявленные группой лиц предложения, изложенные в так называемом меморандуме и обращении Анкваба по организации новых выборов с выдвижением Хаджимба и Квициния в единой команде. Но могу сказать, что для нас это не новость. Что касается так называемого меморандума, подготовленного представителями неправительственного сектора и Астамуром Тания, честно говоря, который неизвестно кого представляет. Что касается позиции остальных, она хорошо известна. И это их привычное состояние нашего неправительственного сектора. Им всегда нужно оправдывать ожидания западных грандодателей. Вчера еще
Алхас Квицинин сделал заявление, в котором, во всяком случае, он сказал о том, что касается нашей встречи. И вроде бы какую-то раскрыл тайну нашего разговора. Никакой тайны разговора не было. Было предложено быть вице-премьером на то, чтобы объединить наше общество. И не я просил этой встречи. Эта встреча состоялась после разговора с представителями фамилии Квициния, которые обещали, сказали, что переговорят с ним и попытаются, чтобы он вышел на разговор, и вы сами бы обговорили эту ситуацию. Помимо Алхаса Квициния, в эти дни предлагали свои встречи и другие. И кое с кем у меня были тоже встречи эти. И к чему сводились эти разговоры? Да, кто-то желал реально выйти, как говорится, из этой ситуации путем переговоров. Кто-то говорил о возможности объединения усилий. Но, по-моему, Алхасу Квицинию об этих встречах вообще ничего не известно. Он плохо знает, что вокруг него происходит. Единственное, в чем я ему отдаю должное, он отказался действительно от должности вице-премьера. Но предложил на этот вопрос назначение премьер-министром Аслана Бжаня, на что получил категорический ответ. Нет. Манипуляция продолжается, и я не сомневаюсь, что большинство наших людей понимают, что так продолжаться не может. То, что вчера и Алхас заявил о том, что я чего-то боюсь и собираю вокруг себя людей. Ничего я не боюсь, и бояться мне нечего. Если людям сегодня не безразлична судьба нашей страны и итогов этих выборов, то это не означает, что люди не имеют права приходить сюда. Выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов. Между тем, на имя Рауля Хаджиба продолжают поступать поздравления. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил поздравительную телеграмму президенту Республики Абхазия Раулю Хаджиба по случаю его переизбрания на пост президента. «Мне доставляет большую радость поздравить вас с подтверждением доверия к вам абхазского народа и вашим избранием на второй президентский срок. Желаю вам дальнейших успехов и новых достижений на вашем пути во благо народа Абхазии. Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов. Фундаментом этих отношений стал ваш визит в Сирию в прошлом году», говорится в частности в поздравлении главы Сирийской Республики. В МИД Абхазии состоялась очередная встреча министра иностранных дел Даура Кови с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ Тойво Клааром, Джихан Султаноглу, Рудольфом Мичелко. В рамках встречи Даур Кови выразил озабоченность ситуацией на границе Южной Осетии с Грузией, которая обострилась в конце августа в связи с незаконным размещением грузинского блокпоста в районе села Цнелис. Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар заверил участников встречи, что вопрос Южной Осетии будет находиться в центре внимания предстоящего раунда. Участники встречи подробно обсудили вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, экологической безопасностью и другие актуальные вопросы предстоящего раунда женевских дискуссий. Проведение очередного 49-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8-9 октября 2019 года. Крупный пожар произошел сегодня в Сухуме. Горел жилой многоквартирный дом. Номер 13 по Абазинской. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14 часов 14 минут, сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны. К тушению возгорания были привлечены 5 пожарных расчетов ПСО города Сухуми и 1 расчет Гулрыбского района. Пламя было оперативно локализовано и пожар был полностью потушен. Пострадавших нет. Со дня запуска сайта Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса прошел ровно год. Ресурс нацелен на популяризацию знаний о народе Абаза, а также на создание устойчивой электронной сети между соотечественниками за рубежом. До настоящего времени сайт функционировал на 5 языках. В сентябре 2019 года добавился еще один арабский язык. Благодаря нововведению аудитории информационного портала значительно увеличится, и его читателями станут сотни выходцев из Абхазии, проживающие в странах, говорящих на арабском языке. Репортаж Амелии Бисмарк.
Всемирный абхазо-абазинский конгресс запустил арабскую версию своего сайта, приурочив открытие к годовщине работы мультиязычного портала. Теперь языков вещания официально 6. Мы работали на 5 языковых версиях. Это абсолютно самостоятельные версии, в которых переводится абсолютно любой контент, который вообще выпускается на сайт. Вот. И последние полгода мы готовили к запуску именно арабскую версию. Над арабской версией сайта специалисты работали более 6 месяцев. Арабский язык обладает определенной спецификой с точки зрения технических особенностей его использования. Сотрудники портала работают в разных странах. И если говорить об арабской версии, то у нас переводчик арабского языка. Это наш соотечественник. Он приехал из Сирии много лет назад, живет в Абхазии. Очень большой опыт работы в журналистике в том числе. У нас есть выпускающий редактор. То есть не просто взять выпускающему редактору других языковых версий и запустить арабский язык. Потому что ты не понимаешь, это все равно, что вслепую публиковать. Поэтому мы взяли отдельного выпускающего редактора. Это также наш соотечественник из Сирии. Важной особенностью запуска арабской версии стало и то, что к старту были переведены и опубликованы абсолютно все материалы, написанные за год работы портала. У наших читателей есть возможность узнавать о деятельности Конгресса, о культуре, об истории народа абхазо-абазинского, об этнографии, о выдающихся абхазских и абазинских деятелях и вообще в целом о каких-то знаковых событиях. Если мы о ком-то или о чем-то или о событии рассказываем, это очень подробно и долго, бывает месяц, бывает 2 работаем над материалом. У нас очень большая архивная база. На сегодняшний день у нас опубликовано более 3000, более 3500 медиаконтента. В частности, это архивные фотографии. Новое язык вещания позволит также представителям абхазо-абазинского этноса из стран Ближнего Востока заполнять анкеты на вступление в члены Конгресса на арабском языке и тем самым пополнять ряды ВААК, цель которого – установление связей представителей абхазо-абазинской диаспоры всего мира. Амелия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплея с самолета окропил святой водой всю территорию Абхазии и народ республики. Во время церемонии отец Виссарион читал молебен. Данное богослужение было совершено в целях сохранения стабильности и взаимопонимания в стране. Сегодняшнее евангельское чтение, которое будет совершено нами во время полета, это как раз новую заповедь я вам даю – любите друг друга. И если мы будем любить друг друга, то Господь обязательно милость свою нам пошлет, и будет, но мир должен быть между нами, между людьми. Если не будет мира, не будет любви, взаимопонимания, видения всех тех, это одно, цель одна, Родина у нас одна. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.